вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Социум», в студии Татьяна Черемкина. Общественная оценка деятельности правоохранительных органов пока, к сожалению, не очень высока. Об этом говорят как обращения граждан, так и данные социологических опросов. А главным же критерием в определении работы правоохранительных органов должно быть реальное доверие людей. Но на сегодняшний день наблюдается некий антагонизм в отношениях гражданин и милиция. Для преодоления этого создаются общественные советы при Министерствах внутренних дел и других региональных управлениях милиции. Сегодня у нас в студии члены общественного совета при Министерстве внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 14 39. И вы, уважаемые телезрители, тоже можете стать участником нашего разговора, набрав этот номер телефона. А я хочу вас познакомить с нашим первым собеседником. Это Михаил Павлов. Пожалуйста, встречайте. Михаил Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот с какой целью был создан совет? Вот я сказала, что для преодоления вот антагонизма между гражданами и милицией. Может быть, у вас какое-то другое мнение? Общественные советы при Министерстве внутренних дел, они предполагают оказание помощи в решении актуальных проблем органов внутренних дел, борьбе с преступностью, обеспечение охраны общественного порядка, безопасности граждан. Форм и методов работы различные. Это начиная с разработок различных программ, постановлений, каких-то нормативных документов, ну и до конкретной практической работы это с населением. Общественный совет при Министерстве внутренних дел Республики состоит из 33 членов Совета. Общим единодушным решением членов Совета председателем был избран всеми уважаемый и известный в Республике политик, народный депутат Александр Николаевич Кинкимен. В состав Совета вошли очень уважаемые, известные республики, политические и общественные, правозащитники, представители религиозных конфессий, как и православной, как и мусульманской, представители культуры, искусства, науки. Ну, в качестве примера можно привести это всем уважаемый Валентин Дмитриевич Антонов, это представитель искусства, народный писатель Николай Лугинов, из молодежи это Аял Амосов, ну и многие всем уважаемые представители общественности. Спасибо. А я приглашаю в студию председателя общественного совета при МВД Республики Саха-Якутия Александра Николаевича Кинкимена. Пожалуйста, встречайте. Александр Николаевич, добрый вечер. Пожалуйста, приходите, присаживайтесь. Александр Кинкимен, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха, народный депутат Госсобрания Илтумен, председатель общественного совета при Министерстве внутренних дел Республики Саха. Закончил Хабаровский педагогический институт, Якутский государственный университет, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Саха, сопредседатель общественно-консультативного совета при президенте Республики Саха. Трудовую деятельность начал старшим инструктором-методистом школы высшего спортивного мастерства. Был заведующим отделом Якутского обкома ВЛКСМ, помощником председателя Верховного Совета Якутской ССР, руководителем администрации президента Республики Саха, председателем городского собрания депутатов города Якутска, заместителем председателя Госсобрания Илтумен. Александр Николаевич, у меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, хотелось бы точнее узнать, как формировался совет. Это волеизъявление граждан или это насаждалось как-то сверху? Как это было? Ну, вообще инициатором создания общественных советов при Министерствах внутренних дел как России, так и в субъектах Российской Федерации является президент страны Владимир Владимирович Путин. Ну и, конечно же,
вот эта идея, она была поддержана и на сегодняшний день реализуется. У нас в Республике Саха-Якутия был сформирован определенный состав. О тех людях, которые вошли в состав Совета, вот в начале нашего разговора уже говорилось, я не буду повторяться. Скажу только одно, что это общеизвестные люди, в том числе народные кумиры, чей жизненный пример для многих может стать примером для подражания. А вообще я хотел бы отметить, что каждый человек должен думать о будущем, и мы в обществе не должны разделяться как на богатых и бедных, так и успешных и неуспешных. Да? Мы в целом понимаем, что живем в едином пространстве, и все в нашем мире взаимосвязано. Вот почему общественность сегодня должна активно участвовать в вопросах профилактики преступлений, поскольку у преступности много первопричин. И, конечно, все сваливать только на правоохранительные органы, когда у нас идет, так сказать, рост преступности и так далее. Мы склонны во всем этом обвинять милицию, другие правоохранительные органы. На самом деле это вот происходит внутри нас, в человеческом обществе. Вот почему роль общества в этой связи необходимо, наверное, повысить. И с этой точки зрения я думаю, что общественный совет при МВД вот в таком солидном составе, он должен быть действительно работоспособным, а не только быть прописанным на бумаге. Да? И я думаю, что это люди, которые могут генерировать идеи, это люди, которые имеют определенный жизненный опыт, которые могут подсказать. И если общество и власть в лице милиции, в том числе это силовая часть власти, будут взаимодействовать, я думаю, от этого будет только польза. Второй аспект, на который я хотел бы обратить внимание, конечно, после создания общественного совета, наверное же, население будет надеяться на то, что со стороны общественности тоже будет определенный, будем говорить, контроль за деятельностью правоохранительных органов, поскольку милиция, она должна действовать строго в рамках закона, и не должно быть каких-то фактов грубого нарушения законодательства, собственно, работниками правоохранительных структур. И, наверное, такого рода факты мы должны будем обсуждать на заседаниях общественного совета, выносить этот вопрос. То есть это обеспечит прозрачность деятельности правоохранительных органов. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что мы должны добиваться прозрачности в деятельности всей правоохранительной системы. Под этим я подразумеваю то, что в свое время у нас были народные суды, судьи избирались народом, они были очень открыты для народа, они говорили о своей деятельности, отчитывались перед ними, говорили о той судебной практике, которая есть. На сегодня, к большому сожалению, наверное, от того, что они, значит, назначаются указом президента и Российской Федерации, чувствуют несколько такую независимость. Но это, мне кажется, не совсем правильно, потому что нельзя отделяться от собственно народа и вершать только судьбы, так сказать, только осуждать. А надо говорить и проводить такую работу профилактическую, в том числе разъяснять, как сегодня суд вот, работает, какие принимаются там решения и так далее, для того, чтобы карательная машина не работала столь жестко, а именно люди знали, что есть закон и за все нужно отвечать. Спасибо. Творческая и научная интеллигенция тоже вовлекается в формирование и реализацию политики в области внутренних дел. И я приглашаю в студию нашу следующую собеседницу. Это Александра Звонкова. Пожалуйста, знакомьтесь. Александра Яковлевна, добрый вечер. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Александра Звонкова, директор Государственного ордена Знак почета Академического русского драматического театра имени Пушкина, заслуженный работник культуры Республики Саха, отличник культуры СССР. Закончила Якутское культпросветучилище. В Русском театре работает 32 года. Была главным администратором театра, затем много лет заместителем директора. Курсы повышения квалификации проходила в Москве у Натальи Сац. Является одним из авторов праздников 9 мая на Привале, фестиваля «Золотые купола», пушкинских чтений, театрального фестиваля «Театр детям и юношеству». Александра Яковлевна, в чем вы видите свою роль в работе Совета?
Ну, роль в работе совета, это прежде всего касается творческой интеллигенции, поскольку я представитель, да. Я вижу, конечно, огромную, потому что все то доброе и прекрасное, все, что делается вот именно творческой интеллигенции, это как раз профилактика. То есть все наши подростки, дети, когда они будут приходить в театр, в выставочные залы, в музеи, в библиотеки, конечно же, у них не будет тогда выбора, что где-то там в подъездах совершать какие-то там неправомерные такие действия, да, потому что театр и все то, что связано с высоким искусством, с самодеятельными коллективами, все равно так или иначе это влияет очень хорошо. Даже если у меня называется вообще должность заместитель директора по организации зрителей. Поэтому я не понаслышке знаю, что такое, какие потом результаты. Я знаю не понаслышке, я знаю по работе с молодежью, с подростками, потому что нет ни одной в городе школы, которую мы бы не знали, да, театр бы не знал. Вообще все театры, я не говорю только о русском театре, я говорю вообще о театрах, да. Вот. И хочется сказать, вот роль именно эта, да, чтобы была профилактика, потому что театр и в силу как раз вот своего такого доброго отношения, мы ведь еще и выезжаем в колонии со спектаклями, там, с какими-то концертными, там, да, и тоже видим после этого, как, когда провожается, слезами на глазах, и очень так, то есть мы видим тоже свой результат, да, и я думаю, что те люди, которые все-таки нормальные люди, которые попали как-то в юношестве, еще не обдумая, да, я думаю, что они для себя сделают, и вряд ли они попадут, да. Но что бы хотелось, поскольку это такой большой совет, мне бы хотелось вот обратить внимание на то, что вот те учебные заведения, это я говорю совершенно авторитетно, потому что я знаю коллективы наши, да, те учебные заведения, в которых руководитель, там независимый директор или заместитель по организации, по воспитанию, да, если они сами влюблены в театр, то есть если они дружат с культурой и искусством, то этот коллектив обязательно будет тоже приходить. Это видно. И мы видим тех ребятишек, мальчишек и девчонок, которые на спектакле. Вот есть такие примеры, что приходят на спектакли, им не очень-то радостно сразу, да, вот такие спектакли, как «Соловьиная ночь», «В сумерках», те, которые... Но когда они видят, как сейчас сказал Михаил Михайлович про Валентина Антонова, когда они видят Валентина Антонова, когда он выходит своим грудным, они вот затаив дыхание буквально, потому что понимают прекрасно, что это им все. То есть вот это я вижу огромную нашу пользу вот, в работе этого совета. Я знаю, что вот 2 апреля прошло первое заседание общественного совета. Скажите, пожалуйста, какие были конкретно внесены предложения по работе совета? Вот конкретные, я знаю, что от каждого требовалось, да, внести какие-то конкретно свои предложения. Самые такие основные могли бы вы назвать? Ну, я хотел бы отметить, что это было первое организационное заседание, где мы увидели друг друга. В целом, министр внутренних дел проинформировал о той ситуации, которая сегодня существует. И мы попросили всех членов Совета внести свои конкретные предложения для того, чтобы мы сформировали действительно такой план комплексный, по которому мы будем работать, и эта работа должна быть видна. И в первую очередь я хотел бы подчеркнуть, что мы очень рады, что в программе «Социум» поднята эта проблема, и вот эта передача, я думаю, уже первый шаг нашего общественного совета. И хотел бы отметить, что буквально вчера мы провели заседание общественно-политического круглого стола «Кустук Радуга», на котором вот тема обсуждения была именно общество и безопасность, где с информацией выступил министр внутренних дел, генерал-майор милиции Стахов Яков Григорьевич. С докладом выступил известный политик, человек, который многие годы занимается вопросами воспитания детей. Это председатель комитета Госсобрания по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Григорьевич Подголов, которого мы знаем как основателя и руководителя Ассоциации «Подросток». И хотел бы отметить, что именно в Ассоциации «Подросток» было очень много таких социальных проектов, как «Маленькая мама» или «Начни сначала» для тех ребят, которые когда-то переступили закон, но могли как-то вот почувствовать общественную поддержку и в последующем уже не совершали преступлений, поскольку они были задействованы в это дело с точки зрения того, что у них был новый круг общения и так далее. И хотелось бы, чтобы вот такие проекты, они
реализовывались в республике не только вот в городе, но и распространялись в улусах. Вот впереди у нас предстоит летняя пора, и мы должны сегодня очень серьезно задуматься о том, как наши дети будут отдыхать, как будут задействованы в этом вопросе те ребята, которые состоят на учете по делам несовершеннолетних. Вот их привлекать в различные оборонно-спортивные лагеря или в состав строительных студенческих отрядов и так далее. То есть это задача комплексная, и тут, конечно, вместе с милицией эту задачу необходимо реализовывать. Сегодня в городе Якутске прошла вторая такая общественная конференция, которая тоже посвящена вопросам борьбы с преступностью в столице республики. К сожалению, столица дает более 80% преступлений, которые совершаются в республике Саха-Якутия. И, конечно, та программа, которая сегодня разрабатывается и со стороны городского управления внутренних дел при поддержке мэрии, она будет реализовываться. Для этого нужны будут определенные финансовые ресурсы, в том числе в рамках программы, которую инициировал наш президент Вячеслав Анатольевич Туров. И эта программа была утверждена Госсобранием. И надеюсь, что действительно, если мы, так сказать, объединим наши усилия, то у нас будет какой-то результат, поскольку сегодня мы привыкли к тому, что у нас есть статистика. А эта статистика, она угрожающая на самом деле, и мы не можем быть спокойны. Спасибо. У нас первый телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире, и мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, Добрый вечер. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Я вот читательница, и хотелось бы, чтобы внимание обратили, это общественный совет, да, по поводу нескольких статей, публикаций в газете «Эхо столицы», да, про учебный центр МВД. Вот мои пожелания. Спасибо. 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 Ну, в качестве пожелания, или вы хотите что-то добавить, Михаил Михайлович? По данным публикациям, и эти публикации начались еще с прошлого года, проведено несколько служебных проверок. По каждому факту были тщательно проверены эти обстоятельства. По некоторым моментам сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время, вот по последней публикации, проводится комиссионная служебная проверка с различных служб. И результаты этой проверки еще будут в ближайшем Потом будущем. будут опубликованы, наверное. опубликованы. У нас еще в аудитории вопрос. Сейчас я подойду. Здравствуйте. У меня вот несколько вопросов. Два, наверное, вопроса взаимосвязанных к Александру Николаевичу. Во-первых, каким образом планируется освещать деятельность Совета? Ну вот уже говорили о публикациях, да, что у нас деятельность вообще и милиции освещается очень слабо и очень как-то односторонне, однобоко в большинстве случаев. Вот это у меня такой первый вопрос. И второй, каким образом, например, ну есть граждане достаточно активные, ну они не могут каким-то, ну попасть в этот Совет. Каким образом они могут вносить предложения? То есть система обратной связи какая вот будет? Александр Николаевич. Ну, скажу, что у нас в Совете 33 человека, но это не означает, что эта цифра, она непоколебима, да? Если будут какие-то предложения со стороны общественных формирований, организаций, то я думаю, что мы их будем рассматривать и дополнять наш список с точки зрения того, чтобы добиваться эффективности или большего представительства. А то, что касается освещения нашей деятельности, ну, мы уже видим, что средства массовой информации уже обратили на нас внимание, свидетельством тому, то, что мы сидим в этой студии. И сегодня, я надеюсь, что будет высказано много хороших инициатив, хороших мыслей, которые мы будем использовать в последующей работе. И в этой связи я хотел бы сказать, что этот вопрос, эта тематика, она вообще выйдет на передний план. И это я связываю с тем, что избранный президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев говорил о том, что правовой нигилизм является самым существенным тормозом развития экономики страны. Вот почему вот мы в Федерации профсоюзов Республики 4 апреля приняли решение о проведении всеобщего такого правового всеобуча для трудящихся республики. Мы же не можем каждому работнику представить, так сказать,
юрисконсульта. А мы должны добиваться, чтобы каждый работник знал основы законодательства. Этого требует, ну, так сказать, наша жизнь, поскольку время очень спрессованное. И я думаю, что люди должны знать основу уголовного, гражданского, жилищного, пенсионного законодательства. Давайте послушаем и еще у нас трудового телефон. законодательства. Я думаю, что это очень важно. Да, вы меня, извините, пожалуйста, что я вас прерываю, но мы работаем в прямом эфире, у нас телефонные звонки. Говорите, пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый вечер. Уважаемый Александр Николаевич, вопрос первый. Общественный совет – это очень хорошая форма работы. Но вы не в курсе дела о том, что этот общественный совет давно еще существовал, 20 лет тому назад. Это вопрос задает человек, который очень хорошо работал там. Знаю прекрасно. Сидит рядом Михаил Михайлович. Они хотя бы вам должны были давать, чтобы создавать такой совет, как оно и должно быть. К сожалению, об этом речь не идет. И второй вопрос. Сегодня у нас конференция прошла. Вторая конференция общественных формирований. Но мы там не слушали ни единого члена общественных формирований. Выступления Васагисова, Завалева и Ваша. Это вам как смотрится? Какой-нибудь отчет было проделано в течение года-то? К сожалению, тоже не слушали. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, как вам уже стало ясно с сегодняшнего эфира, что мы только что образовались. И, конечно, нам будет очень полезно узнать, чем занимался Совет 20 лет назад. Я думаю, что в советские времена было много очень полезных форм работы, которые мы сегодня тоже должны применять. А с точки зрения этой конференции я могу опровергнуть ваше сообщение, чтобы, так сказать, никто не был информирован неправильно. А сегодня выступал член Общественного совета Афанасий Николаевич Осипов, народный художник нашей страны. Выступал Николай Алексеевич Лугинов, и они говорили о злободневных вопросах, что мы должны очищать улицы наших городов не только от грязи, но и наводить, так сказать, нравственную чистоту и так далее. Поэтому голос общественности сегодня звучал. И более того, многие общественные лидеры сегодня были награждены, в том числе, так сказать, наградами Министерства внутренних дел, городского управления внутренних дел. Так что я думаю, что сегодняшняя конференция как раз была общественной конференцией. Вот в начале нашего разговора вы говорили о том, что работа правоохранительных органов, она должна быть более прозрачной. А это значит, что я хочу спросить, являются ли, имеют ли члены общественного совета контрольные функции? Михаил Михайлович. Ну, деятельность общественного совета и принятие их решений является только рекомендательного характера. Но это не говорит о том, что члены общественного совета не могут вплотную или как-то вблизи рассматривать все эти наши проблемы и тесно конкретно влиять на деятельность органов внутренних дел. Мы на первом совещании общественного совета этот вопрос затрагивали, что какие-то наши общественные деятели могут такие предложения дать, чтобы конкретно работать. Внести какие-то предложения. Да, какие-то предложения конкретно по работе, по предупреждению, профилактике правонарушений среди Тогда я сотрудников. другой вопрос задам. Да? Какие конкретно полномочия есть у членов общественного совета, Александр Николаевич? Конкретные полномочия. Ну, у нас есть положение об общественном совете. Это действительно совещательный орган. Но я думаю, что многое в работе и в эффективности этой работы зависит от деятельности каждого члена совета и в целом совета. Да? Как мы должны добиваться прозрачности? Конечно же, все наши заседания должны проходить с приглашением представителей средств массовой информации. И те вопросы, которые сегодня поднимаются, я думаю, должны освещаться в специальной рубрике наших газет и не только официальных. Вообще, я сегодня хотел бы затронуть тему морали и нравственности с точки зрения того, чтобы наши сердца не были глухими, чтобы наши уши слышали, что происходит. И я думаю, что этот момент, когда у нас как-то в обществе
складывается такая ситуация, что-либо происходит, а мы как будто этого не видим. Или мы привыкли к тому, что каждый день у нас в сводках звучит: там убит человек, здесь били пешеходы и так далее. А мы должны на каждое это действие, так сказать, реагировать. Вот почему сегодня вопросы формирования общественных советов на уровне муниципальных образований это тоже актуально. Куда вошли бы лучшие представители в селах, на снегах, поселках, городах. И это будет целая армия людей, которые привлечены. Это же не обязанность, это как раз то, чтобы мы эту работу именно по зову сердца делали. Спасибо. У нас телефонный звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотел задать вопрос вот Александру Николаевичу. По поводу того, что вот у нас двоюродный брат у меня, допустим, в 2002 году громкое дело было в Савданском улице, и сейчас ему сидит, то есть ему дали срок 14 лет. Получается, там, мы бегали по всем инстанциям, там были привлечены в нем, были сотрудники и прокуратура, там, короче, очень большое, огромное дело, в этом итоге его как бы нашли крайнего. И вот хотели бы задать вопрос. В конце, когда он сидит, вот у него дом отобрали, жена развелась, вышла на другого. И сейчас получается, он вообще круглых рода, и если в случае освобождения, вот он остается как бы один. Человек с высшим образованием, работал в управлении. И вот общество вот это, которое вы создали, чем могло бы помочь ему, чтобы человек вышел и, как говорится, между небом и землей сейчас окажется? Вот какую вы оказали бы ему помощь или там протянуть руку? Спасибо. Ну, я думаю, что задан очень актуальный вопрос, который тревожит многих. Мы обязательно должны быть чутки к тем людям, которые действительно лишили свободы, отбывали срок наказания, потом вышли, так сказать, к нам в общество, а мы их не должны отвергать. Вот почему, наверное, необходимо задуматься о том, чтобы было специальное квотирование рабочих мест для тех людей, которые действительно с мест лишения свободы вышли. Нужно какие-то, так сказать, шефства устанавливать. Мы должны видеть этих людей, и мы должны вместе с ними сосуществовать. А для того, чтобы это сосуществование было действительно мирным, у них должна быть работа, соответствующий уровень заработной платы, чтобы не было рецидива. Конечно, с этой точки зрения формирования каких-либо общественных институтов, я вот уже приводил пример того, что был проект АСП «Подросток», «Начни сначала», да? Вот такого рода начинания должны быть у нас во всех населенных пунктах, чтобы люди, так сказать, могли в этом деле соучаствовать, а не только, так сказать, закрываться. Второе, мы могли бы, конечно, при таких несущественных преступлениях, может быть, восстанавливать такие институты, как товарищеский суд, когда может коллектив взять на поруки того или иного своего работника. И вообще вот профилактическая работа, она связана со многими вещами, в том числе, так сказать, с разъяснительной работой. Нам очень жаль, что здоровая часть, такая сильная часть нашего населения сегодня находится в местах лишения свободы, и в том, что эти преступления, которые совершаются в молодежной среде, в этом есть и наша вина, в том, что мы их не смогли предупредить, что мы не смогли разъяснить людям, что незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому, конечно, сегодня работники правоохранительных структур, наши общественные представители должны быть гостями в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях, ПТУ, для того, чтобы выступать вот по правовой тематике. В последнее время нас вообще очень всех беспокоит та информация, которую мы слышим, видим, читаем, да, о преступлениях против детей. Вот это, наверное, на сегодняшний день проблема номер 1 в России. Вот как вы смотрите на эту проблему и что предполагаете предпринять вот по этому поводу, Михаил Михайлович? Ну, действительно, в средствах массовой информации, особенно в последнее время, по России прошли ряд таких громких преступлений, связанных в отношении малолетних детей. Но действительно вот такие мероприятия, которые должны проводиться, вот, кроме той темы, которая была затронута в отношении тех лиц, которые освобождаются с мест лишения свободы, действительно еще есть одна из таких актуальных проблем, это
детская беспризорность – это предупреждение преступлений среди несовершеннолетних. Такие преступления, к сожалению, из года в год не снижаются, продолжают совершаться. И вот действительно, орган внутренних дел, работа в нашей системе индивидуально проводится с такими, но вот именно деятельность общественного совета в этом направлении хотелось бы, чтобы какие-то новые новшества были, принятие каких-то решений на уровне правительства, принятие каких-то законов и так далее. Вот эти наши опыт наших старших товарищей хотелось бы, чтобы эти... Вот недавно я прочитала мнение одного психолога, достаточно интересное, да, вот по поводу, я говорю, вот этих преступлений против детей, по поводу той информации, которая вот валом просто валит, да, и с экранов телевизоров, и в газетах, и так далее. И вот этот психолог, он высказывал такое мнение, что этого делать не нужно. Что вот так об этой проблеме говорить не нужно, так ее показывать не нужно, что это напротив. Преступления против детей совершают, как правило, люди больные, и это наоборот вызывает какой-то рецидив среди таких же больных людей, которые могут и последовать этому примеру и так далее. Как ваше мнение? Я хотела бы услышать, Александра Яковлевна. Я категорически против вообще, чтобы показывали негатив, потому что столько много есть героев нашего времени и в сегодняшней молодежи, и среди взрослых людей, потому что на самом деле все, что видится с экранов, все это насилие, и причем рассказывается с подробностями с этими, и то, что нужно ужесточить закон, особенно касается детей. Это вообще я категорически к этому, чтобы показывать и читать об этом. И еще бы хотелось, поскольку такой вопрос, еще бы хотелось, чтобы побольше освещали о работе самой милиции. А то мы только читаем сводки криминального характера, да? А то, что сотрудники милиции подвергаются опасности, потому что я тоже это говорю не потому, что у меня дочь милиционер, я в курсе всего этого, какая работа у этих людей. Поэтому очень хочется, чтобы на вас смотрели мальчишки и девчонки, равнялись, и им захотелось тоже пойти носить погоны и совершать вот такие благоприятные поступки, чтобы мы нормально, мирно жили в нашем родном городе. Спасибо. Александр Николаевич, ваше мнение? Вопросы, конечно, те, которые поднимаются, но, с одной стороны, конечно же, не должны умалчиваться. Вот мы узнаем различные факты, в том числе, которые происходят в улусах нашей республики. Не где-то вот в Москве или Санкт-Петербурге, а у нас в республике. И, конечно, мы должны понимать, что там есть много причин. В том числе я хотел бы отметить и экономические причины, поскольку безработица, особенно на селе, когда молодежь наша не занята, им нужно чем-то себя занять и так далее. И с этой точки зрения, конечно, мы должны предпринимать разные меры, в том числе и по уровню оплаты труда. Вот говоря о минимальном размере оплаты труда, который сегодня вдвое ниже минимального прожиточного минимума. И, конечно, я против того, что граждан Российской Федерации разделяют по территории проживания. Если я живу в Москве или Ханты-Мансийске, у меня получается минимальный размер оплаты труда намного выше, чем у нас. То есть все это зависит в зависимости от бюджетов субъектов Российской Федерации. Хотя мы все граждане Российской Федерации, и с этой точки зрения в первую очередь эти вопросы мы должны разрешать. Именно я говорю об экономических, так сказать, причинах совершения преступлений. Ну и я говорил о нравственных, так сказать, подходах. Сегодня это очень важно, когда у нас должны эффективно функционировать общественные институты. В том числе вот у нас есть хорошие примеры, когда создаются советы отцов, да, которые занимаются со своими детьми, организуют различные соревнования и так далее. Это воспитание трудом. Не все же время вот так сидеть там на шее у родителей, а воспитание трудом – это, я думаю, один из эффективных способов, особенно в сельской местности это происходит, и это там совершенно по-другому воспитываются дети, которые знают цену каждому рабочему рублю и так далее. То есть это комплексная проблема.
И, конечно, мы должны оградить себя от неуравновешенных людей. Они должны быть на строгом учете у правоохранительных органов. Те люди, которые совершали в том числе сексуальные преступления, они должны быть на учете. И, конечно же, родительский присмотр должен быть за своими детьми. Вот Михаил Михайлович совершенно правильно говорил о тех детях, которые вне родительского внимания, вне внимания, так сказать, образовательных учреждений. Ведь мы сегодня говорим, что школа только обучает. Но я думаю, что и воспитательную функцию они не должны забывать. Далее, у нас по месту жительства раньше были хорошие примеры, клубы по месту жительства, подростковые клубы. Были даже такие общественные тренеры и так далее. Да? А где же они сегодня? У нас еще были добровольные народные дружины. Помните, вот позвонил нам телезритель и сказал о том, что 20 лет назад существовал подобный общественный совет. И, наверное, это вот под тем советом вот эти добровольные народные дружины были. Но как выяснилось, что почему их так сложно сейчас создавать? Как выяснилось, что людей-то этих надо самих охранять. Вот эти добровольные народные дружины, да? Просто опасно настолько по городу ходить, что их самих нужно уже охранять. Поэтому вот и нет сейчас у нас таких дружин. А на самом деле ведь было спокойно, когда мы видели людей, ходили они с красными повязками по улицам и площадям города. Сейчас нельзя такое возобновить? Ну, нельзя сказать, что у нас добровольной народной дружины нет. Официально по республике около 3 с лишним тысяч только народные дружины официально числятся. Но я не видела в городе. Я вот хотел бы сказать о том, что те формы и методы профилактики, они не новы. Мы знаем, все знаем об этом, но хотелось добиться, чтобы эта работа профилактики правонарушения, она была эффективнее, чтобы видны были результаты вот этой работы. А то, что иногда бывает по статистике, она не всегда дает те результаты, которые хотелось бы видеть. Спасибо. Спасибо вам за интересный разговор. Мы уже заканчиваем программу. Главная задача общественного совета – это, как мы выяснили, сплотить общество и милицию. А главная задача милиции – это, наверное, сделать так, чтобы люди были уверены в том, что если они обратятся к сотруднику милиции, то они получат грамотную и квалифицированную помощь. А мы продолжаем акцию «Я хочу иметь семью». Посмотрите, пожалуйста, видеосюжет. Нашему Валентину 13 лет. С нами он уже живет 5 лет, и за это время он стал одним из самых любимых наших воспитанников. Валентин хорошо учится. И самое главное, его увлечение – это цирк. И хотел бы заниматься спортом, и занимается этим всевозможными видами, подвижными играми. Вот сейчас Валентин хочет иметь родителей. Мне нравится играть в футбол, в волейбол, в пионербол. А зимой люблю кататься на лыжах и на коньках. Я люблю учиться, и мне очень нравится предмет математика. Я помогаю детям решать задачи, примеры. Когда я вырасту, я хочу стать пожарным, чтобы спасать людей и их дома. Моя мечта, чтобы у меня были родители, мама, папа, сестра, брат. Искренне желаем, чтобы у этого мальчика исполнилась его самая заветная мечта, чтобы нашел он свою семью и кого-то смог называть своей мамой. Я благодарю всех, кто принял участие в нашем сегодняшнем разговоре, кто позвонил нам на эфир. Поздравляю всех с наступающим праздником. Будьте здоровы, всего вам доброго, до свидания. Окружная администрация Якутска приглашает горожан принять участие в праздничной первомайской демонстрации. Начало торжественного шествия в 11 часов с площади Орджоникидзе. Вместе встретим праздник весны и труда. Агентство 818 и 8 успешных компаний республики приглашают всех на лучший майский праздник 8 мая в Саха-академическом театре.
Ымайын маңнайгы күнігер жекерген сылыгар анан, быстыспат сетимден аяр куттақ жекерген жоры түгілге тегер ыңыраллар. Кыттыны ылаллар Мария Данилова, Герман Степановтар олаттарынан, Саина Иетинен онна кыгынан, Зоя онна Фанасий Соловьевтар, Уруйданы Харитонова ағатынан онна кыгынан Сайсыры колун, Люба онна Игор Колодезниковтар, Ангелина Файрушина эджиинен, Балтынан онна кыргыттарынан. Быстыспат сетим ымайын маңнайгы күнігер киехе алта частан. 1 мая в 6 часов вечера приглашаем жителей и гостей столицы в Саха-академический театр на большой праздничный концерт «Майский букет» с участием звезд якутской эстрады, известных танцевальных коллективов республики. Зарядитесь весенним настроением. Вырученные средства будут перечислены в фонд восстановления Центра культуры имени Кулаковского. Дорогие ветераны войны и тыла, поздравляем вас с праздником Великой Победы. 9 мая в 14 часов бриллиантовый цирк «Саха» приглашает на праздничное гуляние на площади цирка и в сквере «Мамонтенок». Полевая кухня, танцы под оркестр, массовые игры, фотографирование, катание на лошадях, клоуны, поздравления от Марфы Колесовой-Расторгуевой, Юрия Платонова, Петра Колесова. Лауреаты циркового фестиваля «Мамонтенок-2008». Саха Даймонд Банк объявляет суперакцию. Вклад универсальный. Минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей. Удобные сроки, хорошие проценты. Возможность снятия части вклада. Каждому вкладчику, открывшему счет до 9 мая, подарок. Якутск Сити Брейкерс представляет первый в Якутии журнал о хип-хопе и экстриме United Skills. Только самое интересное о хип-хопе и не только. Приобретайте журнал «Магазин свой», киоски «Саха Печать», сеть магазинов «Книжный маркет» и кассетные палатки. Здравствуйте! Я, профессор Респектус, приглашаю вас участвовать в интерактивной викторине «СМС-экзамен». Я рад, что на вчерашний вопрос вы ответили верно. Асфальт с греческого означает горная смола. Его широко применяли в строительстве древнего Вавилона, а в наше время впервые покрыли дорогу искусственным асфальтом в 1876 году в Соединенных Штатах Америки. Верный ответ номер 1. Поздравляю победителя! Завтра вся страна отмечает праздник весны и труда. Этот праздник имеет древнеязыческие корни и не случайно называется Днем труда. 3000 лет назад жители Древней Италии поклонялись богине Майе, покровительнице земли и плодородия. В честь богини последний весенний месяц и был назван маем, а в первый день этого месяца устраивались торжества, чтобы затраченный весной труд с паханью земли и посевная не пропали даром. А как называлось первое нелегальное собрание рабочих, состоявшееся в Петербурге в 1891 году, устроенное за городом? Первый вариант ответа – поход. Второй вариант ответа – маевка. И третий вариант – слет. Ответы присылайте на номер 4303, кодовый